Ассаляму алейкум, сайгалы достлар. Здравствуйте, дорогие друзья. А мы с вами продолжаем цикл лекций касательно секты течения в исламе. На прошлой неделе мы с вами провели беседу касательно общих черт, общих особенностей религиозных сект и течений, какие признаки у них бывают, как это влияет на поведение человека и на что необходимо обратить внимание. Сегодня же мы сконцентрируемся на тех течениях религиозных, которые существуют в Крыму уже, их общие черты и различия. Сперва немного истории. И мы попытаемся ответить также на вопросы, которые приходили к нам за эти 2 недели во время анонса. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, ассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Значит, первое. Люди спрашивают, как появились течения в исламе. Первое разделение мусульман в истории ислама. Это все начинается со времен халифа Османа, ради Аллаху ангу, Осман бин Аффана. Это 3-й праведный халиф после хазраты Эбу Бекира и Омара. Все начинается с последних лет его правления, когда некий иудей по имени Абдуллах бин Себе, он организовывает кампанию по дискредитации данного правителя. Он, конечно же, говорит, что он принял ислам. Так пишут историки в своих книгах, что Абдуллах бин Себе выдавал себя за мусульманина и работал таким образом с мусульманами, пытаясь навязать им мысль о том, что хазрат Осман ведет себя несправедливо по отношению к своим подданным. То есть он, во-первых, назначает губернаторами своих родственников, например, Муавие бин Эбу Суфьян, губернатор Сирии был, действительно он является его родственником, да, и так далее, что он не обращает внимания на профессиональные особенности и способности человека. Второе, он распространял мысль о том, что хазрат Осман ввел в религию нововведение путем внедрения 2-го азана во время джума. Как вы знаете, эзан прям перед хутбой читается, а вот тот эзан, который мы читаем через минарет, это считается как бы уже практикой, которую ввел хазрат Осман во время пророка, хазрата Эбу Бекира, хазрата Омера. Этот эзан внешний, он не читался. Вот. Читался только внутренний. Кроме того, хазрата Османа еще также обвиняли в нецелевых использованиях казенных средств, то, что там на себя или на свою семью тратил, или же распоряжался как-то неправильно, и так далее, и тому подобное. Таким образом, собралась определенная группа мусульман, в кавычках, или же обманутых мусульман, можно сказать, которые пришли за этим человеком и окружили дом хазрата Османа, и после блокады, как говорят историки, там 20, 40 или 60 дней, различные цифры произносятся, его убивают, то есть проникают или через крышу, разбирают, или же через заднюю стенку дома. Ну, чтобы вы понимали, то есть дома там не кирпичные, там из железобетона там, и так далее. То есть это Саудовская Аравия 1400 лет назад. Да? Поэтому, разобрав стенку дома,
проникают и убивают, вплоть до того, что как бы он читал Коран, и этот Коран Хазрета Османа, он сейчас тоже хранится с капельками его крови. Вот, значит, шахид это Адама. После этого приходят к Хазрету Али и начинают требовать от него, именно не просить, а требовать, чтобы он взял правление на себя. Хазрет Али отказывается, то же самое предлагают и другим сподвижникам. Они тоже отказываются, и потом все-таки как бы они заставляют Хазрета Али, чтобы он взял на себя бремя правления, присягают перед ним, тоже такой ход хитрый политический. Вот. И вот с этого, в принципе, смута и начинается. Она продолжается дальше, что некоторые сподвижники, Хазрет Али после того, как бы согласился стать халифом, взял на себя это бремя, он требует, чтобы все принесли ему присягу и признали, соответственно, его правление. Часть мусульман, особенно, например, из семьи Хазрета Османа, они требуют отмщения, чтобы преступники были наказаны. Как бы это их право, как требовать наказания убийц своего там или дяди, или же там отца и так далее. То есть родственника, но Хазрета Али немножко позиция иная, он говорит, что в мутной воде найти преступников будет невозможно, это первое. Второе, вы должны все мне подчиниться и принести присягу, чтобы у меня была полная широта власти, чтобы я провел объективно расследование и наказал именно тех, кто убил Хазрета Османа. А противоположная сторона, она говорит, не нужно ни в чем разбираться. То есть повстанцы все известны, то есть несколько десятков человек, которые окружили дом и держали, значит, Хазрета Османа в блокаде. Поэтому нужно их всех наказать. Хазрет Али не соглашается с этой мыслью или же с этой позицией и стоит на том, чтобы наказать именно тех людей, которые непосредственно пролили его кровь, да. А другим, возможно, тоже применить наказание, но уже более легкое, как бы другое. Вот на этой почве возникают разногласия, вплоть до того, что между сподвижниками тоже, например, из Мекки Хазрет Айше Анамас, потом Хазрет Зубейр бин Аввам, ondan soң да, бірқач сахабелер, такие, скажем, которые играют ведущую роль в обществе сподвижников, они выступают с тем, чтобы заставить Хазрета Али сперва найти и наказать преступников. Так они встречаются в одном месте, вот, но как бы поговорив, они находят общий язык и приходят к тому, что все должно успокоиться. Хазрет Али должен укрепить свою власть и провести соответствующее расследование, выявить преступников и наказать, что спешить в этом деле не нужно. И они в этой местности, значит, две армии, они строят свои палатки, договариваются вечером и решают, что утром они разойдутся. Значит, но ночью сторонники вот данного человека, который в книгах по истории ислама упоминается как Абдулла бин Себе, он расставляет своих сторонников рядом или вокруг палатки Хазрета Али и вокруг палатки Зубейр бин Аввама, Хазрете Айше, и другим своим сторонникам говорит, чтобы они одновременно напали на воинов Хазрета Али и на воинов, которые пришли из Мекки с противоположной стороны. И когда Хазрет Али выходит, и Зубейр бин Аввам выходит из своих палаток и спрашивают, а в чем дело, то есть поднимаются крики,
как бы переполох и так далее. Все говорят, а вот эта сторона Хазрета Али говорит, та сторона напала на нас, а тем они говорят, вот Хазрет Али напал на нас. И обе стороны говорят, вот, значит, они недобросовестные люди, они не сдержали свое слово, и начинается сражение. Конечно, потом как бы проясняется все, останавливается, но очень много людей уже из числа сподвижников в том числе погибли, и Зубейр, Хазрет Зубейр сам тоже погиб, Хазрет Талха, по-моему, там был, да будет доволен ими Аллах, то есть они погибли. Вот. Таким образом, как бы искусно, путем вот такой вот интриги, значит, провоцируется кровопролитный конфликт. Вот. Потом все расходятся на этой почве. Это называется сражение Джемель. То есть, или же событие Джемель называется. Почему? Потому что Хазрет Айше, жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была верхом на верблюде. А Джемель, мы знаем, это верблюд. Вот. Далее события развиваются следующим образом, что Муавие бин Эби Суфьян не желает принести присягу Хазрета Али и требует отмщения убийства Хазрета Усмана, который является его родственником, а клановые и семейные связи в то время в Арабистане как бы очень сильные. Вот. Хазрет Али все равно требует, чтобы человек признал его власть. Вот. Но вследствие вот этих вот политических разногласий они встречаются в местности Сиффин. Различные цифры произносятся, там с противоположной стороны, получается, в Сирии приходят 60 тысяч воинов, а значит Хазрет Али набрал войско с Басры, Ирака современного, где-то около 80 тысяч было, это все мусульмане, получается, и происходит сражение, там очень много людей погибает. Значит, когда сторона Хазрет Али уже выигрывает, значит, оттесняет противников, противоположная сторона инициирует вот такой ход, приказывают своим солдатам нацепить свитки Корана на копья, поднять их и призвать всех к суду Всевышнего Аллаха, чтобы остановить сражение. Хазрет Али своих сторонников призывает не поддаваться на эту хитрость, чтобы не обманываться. Он говорит, эта хитрость вас пытаются остановить, потому что мы выигрываем сражение. Но когда свитки Корана поднимаются, как бы мусульмане уже сочли, что им нужно остановиться, как бы не стали дальше продолжать сражение. Вот. И потом начинаются переговоры. Значит, уже раз солдаты остановились, со стороны Хазрета Али выходит Эбу Муса аль-Эш'ари, уже преклонного возраста, с противоположной стороны Амр ибн аль-Ас, значит, они обсуждают между собой эту проблему, значит, и приходят к определенному решению. Там тоже как бы идут в ход политические различные ходы, хитрости, интриги там и так далее в ходе обсуждения, но суть в том, я не буду говорить, то есть к чему они пришли и как дальше развились события. Не очень красиво это все протекает. В результате сражение прекращается на этом. Но когда Хазрет Али уже возвращается в Ирак, значит, обратно с войском, где-то около 10-12 тысяч, если я не ошибаюсь, воинов отделяются на том основании, что Хазрет Али поступил неправильно, как бы он выбрал судей, которые будут решать, а это противоречит якобы Корану. И они цитируют аят «Иниль хукму илля лилля», что решение, хукм,
положение, или же решение вопроса принадлежит только Аллаху. Иниль хукма илля лилля. Вот, они говорят, не могут третейские судья выносить решение. Решение должно быть только за Аллахом. А раз ты передал право решения людям, значит, ты нарушил заповедь Всевышнего Аллаха, это ширк, это куфр. Ты право Аллаха передал другим. То есть ты признал чье-то другое правление помимо правления Аллаха, чье-то решение помимо решения Аллаха. Вот. Таким образом, интерпретируя данный аят, вот, они отделяются. Хазрат Али, конечно, пытается их уговорить, долгие переговоры идут, может, день, два, три, неделю, но эти люди отходят в долину, которая называется Харура, там размещаются, и после неоднократных призывов Хазрата Али подчиниться ему и оставить вот, свои взгляды, свои заблуждения, противоположная сторона не соглашается. Она настаивает на том, что Хазрат Али стал кафиром, то есть стал неверным. И, естественно, Хазрат Али, чтобы эту смуту прекратить, он оставшимся войском идет на них, там 1000 или 2000 человек опомнились, вернулись, но с остальными происходит сражение, и почти всех Хазрат Али уничтожает, почти всех. Вот. Их называют харуритами, значит, или же хариджитами. Из-за долины, в которой они собрались и в которой произошло сражение. Да. Или же их называют хариджитами. Хариджит — это человек, который выступил против, повстанец, бунтарь, просто-напросто. Вот первое движение хариджитов, которые выступают против власти, выступают против общины мусульман, против легитимного правителя и зародили, скажем, традицию такфира, обвинения безосновательно в неверии, это как раз таки вот эти хариджиты. Дальше уже Хазрат Али потом разворачивает свое войско и решает как бы идти на Сирию, чтобы усмирить и подчинить своей власти, скажем, тех, с кем сражение не было закончено, и чтобы не было разделения мусульманского ума и так далее, но в войске большинство говорят, что мы уже устали, мы хотим вернуться к нашим семьям, а тем более, что вот эти хариджиты, пока шли, вот эти вот переговоры и так далее, они, может быть, шли там несколько недель, там прошло и так далее, они осуществляли набеги на близлежащие села, на Басру, на Ирак в том числе, они как бы и над женщинами глумились, и имущество забирали, потому что они считали всех, и Хазрат Али, и его сторонников, все, кто согласны с назначением судей, они считали неверными, а следовательно их, жизнь, имущество и честь дозволенным. Вот. Ну и, конечно, им, этим 10 тысячам людей что-то нужно было и кушать, в принципе, таким образом, оправдывая как бы свои разбойничьи и мародерские действия, они, в принципе, и пропитание себе добывали и так далее. И я хочу сказать, что солдаты сказали, что мы как бы сражались уже месяцами, мы находимся в походе и так далее, эти разграбили наши дома и семьи, пока мы отсутствовали, мы хотим вернуться, собраться с силами, отдохнуть, восстановиться и так далее. Хазрат Али, конечно же, разочаровался в этом во всем, но если войска нет, то куда ты пойдешь в сражение, это невозможно, понятное дело, он возвращается обратно, вот. Но из этих хариджитов остатки все-таки есть, там буквально, не помню, из 10 тысяч, там 1000 или 1500 там остались, они разбрелись и так далее. И вот эти вот остатки, они договариваются между собой, что мы должны обязательно отомстить за своих братьев, этим кафирам, вот. И покуда будет теплиться еще в нас кровь, мы клянемся друг другу, что мы Хазрат Али убьем. И вот один из них,
И договариваются, что один, значит, убьет Хазрета Али, другой Хазрета Муавие, а третий, по-моему, Амр ибн Аса. И вот двое идут, значит, в Сирию, а один из них идет в Ирак. Вот. Ну, и, значит, у этих не получается, как бы этих сразу разоблачают и арестовывают, а когда Хазрет Али выходит на саба-намаз, значит, вот один из хариджитов нанес ему удар в голову. Хазрет Али несколько дней пролежал раненый, но так как рана была очень тяжелая и много потерял крови, то в конце концов он становится шахидом. Вот. Значит, этот человек убил племянника пророка, убил праведного халифа IV, убил мужа Хазреты Фатима, убил отца внуков пророка, по сути дела. То есть одного из первых мусульман, Хазреты Хатидже, Хазреты Абу Бекир, Хазреты Али. То есть после Хазреты Хатидже он практически второй мусульманин вообще, то есть второй человек, когда ему было там 10, 11 или 12 лет, он принял ислам еще вот в таком детском возрасте. Вот эти люди убили его. То есть вот разногласия оттуда и начинаются в принципе. И уже из-за того, что, значит, Хазреты Али убили, а потом уже со стороны, значит, с противоположной стороны какие-то уже не Муавия бин Эби Суфьян непосредственно сам, значит, а уже от его детей, там, внуков и так далее, которые впоследствии приходят к правлению, они притесняли род Хазрета Али, боясь, что те могут захватить власть, потому что люди все равно любили их, это же род пророка. Непосредственно у него были сыновья, у Хазрета Али, я имею в виду Хасан и Хусейн, еще другие сыновья тоже были. Вот. Но в первую очередь этих двух мы знаем события при Кербеля, когда их замучили, не давали воду, и они умерли от жажды, от ран и так далее, то есть мучительная смерть была. И уже часть, получается, мусульман, которые не согласны были с этим, и они уже выступали как бы на политических позициях как сторонники Хазрета Али и его семейства. Вот. Они уже называются алавитами или же потом уже шиитами. То есть вот вы понимаете, шиизм откуда идет, то есть из-за тех политических расприй, которые начинаются во время праведных халифов и продолжаются во время амейядов. Вот. И так далее. Но я всю историю ислама рассказывать не буду, то есть источник вы поняли, откуда идет, то есть с убийства Хазреты Османа. Потом, после убийства Хазреты Али, значит, Ирак, Басра, вот та сторона, она присягает на верность Хазреты Хасану, он тоже, в принципе, считается праведным халифом, пятым, по сути дела. Но в источниках так не упоминается, его правление продлилось потому что 6 месяцев, особых там каких-то дел он не совершил, ну, у него и возможности не было, это и политические распри, смута, неразбериха и так далее. И дабы дальнейшего кровопролития не было, и чтобы объединить исламскую умму, он отрекается просто от своего права и передает это право Муавие бин Эби Суфьяну. Вот. И право халифа переходит к нему. Таким образом, как бы он пожертвовал, Хазрет Хасан, своим правом во имя объединения исламской уммы. Вот. Но и все-таки есть некое политическое течение, которое считает, что право правления над мусульманской уммой принадлежит Хазрете Хасану и поколению Хазрета Али. Да, да. И вот эти вот между шиитами, суннитами, вот эта вот проблема, она оттуда и возникает. Вот. Что интересно, несмотря на все это,
не сподвижники, не значит, табиины, уже то поколение, которое после сподвижников идет, значит, праведные мусульманские ученые, они не выступают против Муавии, не выступают. То есть вот это очень важный момент, который необходимо иметь в виду. То есть каким бы образом правление к человеку не перешло, но мусульманские ученые едины в одном, что смута хуже всего. То есть и выступление против правителя – это одно из самых тяжких прегрешений. Дальше. Есть у нас вопрос, почему мусульмане разделились, если книга у всех Коран и все следуют за пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Но в данном случае мы читаем суру Аараф, 16 и 17 аяты. «Кале, фабима агвайтани лиэкуденна лахум сирата кель мустаким, сумма آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين». Вспомните, когда Всевышний сотворил Адама, он повелел всем ангелам пасть ниц перед ним. И вот тогда Иблис, то есть дьявол, он отказался это сделать. И аргументировал свой отказ тем, что он более достойного творения, нежели Адам. Он сказал: «О Боже, как я могу поклониться тому, кого ты создал из глины, из грязи, в то время как меня ты создал из пламени? Я достойнее его». И тогда Всевышний его проклял, то есть прогнал от себя, отдалил от себя. И вот тогда дьявол произнес вот эти слова: «За то, что ты отвратил меня от пути истины, прогнал меня от себя, я буду мешать им, твоим рабам и поколению Адама», то есть людям, следовать по твоему прямому пути. Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, справа и слева, и ты убедишься, что большинство из них будут неблагодарными тебе. То есть они не будут прославлять, поклоняться тебе, они будут игнорировать тебя, не будут веровать в тебя, не будут благодарить тебя за блага, которые ты им дал. То есть будут кафирами, грубо говоря, не будут признавать тебя. То есть я к чему это все привел? Это естественно, что есть призыв Всевышнего Аллаха посредством пророков и посредством ниспослания Писаний, где поясняется его воля и показывается путь праведный. И есть сатана, есть его помощники, где, как он и говорит, различными интригами, различными способами, обманом и хитростями он поклялся совращать людей, сбивать людей с истинного пути, с пути Божьего. Поэтому есть люди, которые следуют пути, который указал Всевышний, через пророков, через книги, через праведников, через ученых. И есть люди, которые следуют за своими страстями, за нашептыванием, наущением сатаны и так далее. То есть, почему мусульмане разделились? То есть, некоторые входят в неверие, если в целом о людях говорить, а если о мусульманах говорить, то есть, сатана все равно сбивает людей с пути. То есть, кого-то он убеждает, что можно совершать грехи, и ничего в этом плохого нет. Например, потреблять спиртное, или же вести там другой неправедный образ жизни, или же не выполнять какие-то веления. Третьим он, например, внушает
понимание ислама какое-то искаженное. Например, внушает то, что мусульман можно убивать, объявляя их кафирами. И на примере хариджитов мы это увидели. То есть там люди, они якобы как бы пытаются следовать букве Корана и убивают праведного халифа Хазрета Али, обвиняя в неверии. То есть как сатана может внушить человеку, что он на праведном пути, а что великий сподвижник пророка, он заблуждается. То есть вот это все являются наущениями сатаны, когда аяты неправильно, смысл аятов неправильно внушается в понимании человека, смысл хадисов неправильно внушается в понимании человека, какие-то чувства, например, стремление к власти, алчность, стремление к богатству сбивает человека с пути. Вот это все это факторы внешние и внутренние, которые провоцируют человека на неправомерные действия, на отход от пути истины. В принципе, мусульмане тоже люди, да, и то есть они тоже подвержены всему этому влиянию. То есть это естественные такие вот моменты. Именно поэтому Аллаху Тааля говорит, что кого Он наставил на истинный путь, того никто не сможет свернуть с этого пути, а кого Аллах оставил без помощи, тому уже никто не поможет. Кроме того, Аллах в Коране говорит, что Он указал два пути, праведный и неправедный. То есть и Аллах дал человеку волю, и человек выбирает, к какому пути ему следовать. Дал человеку разум, в отличие от других живых существ. Он решает, что правильно, что неправильно, и путем, скажем, своей воли он уже направляет свои действия в том или ином направлении. Вот. Например, еще один аят я вам процитирую, тоже сура Араф, 30 аят. «Фарикан гада ва фарикан хакка алейхиму далаля». То есть есть группа фарик, то есть группа течения, которая на прямом пути, и также есть группа, которых Всевышний ввел в заблуждение за то, что, отвергнув Аллаха, они признали шайтана своим покровителем и полагают, что избрали прямой путь. То есть, за кем последуешь, туда и придешь. Вот. То есть мы можем резюмировать ответ на данный вопрос следующим образом. Первое. То есть мусульмане, во-первых, это естественный момент. Все люди не могут быть праведниками, все люди не являются правильными. Есть кто нарушает закон, кто не нарушает закон, кто-то преступник, кто-то наоборот ловит этих преступников там, и так далее и тому подобное. То есть это естественный ход. Дальше. Мусульмане еще разделились, потому что не следуют заповедям Корана и Сунны о единстве и неразделении. Естественно, мы на прошлой лекции читали аяты из Корана, где Всевышний призывает к единству, к сплочению, вот, к неразделению, где Всевышний объявляет всех мусульман братьями, например. Этих аятов десятки в Коране. Также аяты, где Всевышний призывает к милосердию по отношению друг к другу. Дальше здесь влияют людские пороки, жадность, алчность и тщеславие, мы об этом сказали. Дальше еще немаловажный фактор, это, конечно, недоброжелатели, то есть враги ислама, мусульман, которые искусственно распространяют слухи, разжигают противостояние, смуту, конфликты. Вот на примере Абдуллах бин Себе историки говорят, да, он как бы вроде бы принял ислам, но на самом деле он был мунафиком, то есть лицемером. А лицемер, мы знаем, человек, который на словах является мусульманином, а в душе он не является таковым. То есть он произносит слово свидетельство, но в душе он не верует в то, во что
он произносится. Но ради справедливости, наверное, нужно еще один момент подчеркнуть, что здесь, когда мы говорим о, например, сектах и течениях, которые есть в Крыму, то еще один фактор на раскол мусульманской уммы и на появление сект и течений присутствует, это все-таки работа спецслужб. Да? То есть, я говорю об реалиях при Украине в первую очередь, потому что мы были свидетелями, когда, например, студенты из арабских стран приходили к нам, вот в частности один пришел к муфтию, зашел и говорит: я когда с самолета спустился, меня отвели в сторону и сказали: ты будешь распространять в Крыму ваххабизм. Я, говорит, ему говорю: а я вообще не религиозный деятель, ну и что я араб, приехал из арабской страны. Я приехал учиться на медицинском факультете, например, и так далее. Они говорят: нет, ты будешь распространять ваххабизм, и начали, говорит, на меня давить. И он пришел к нам и жалуется, то есть вот так вот происходит. Кроме того, были созданы 48 автономных мусульманских общин. Автономные это значит независимые от духовного управления мусульман Крыма. Когда существовало более 360 общин в составе духовного управления, было 48. Это регистрировал Комитет по делам религии Республики Крым изначально. А эти 48 местных мусульманских религиозных организаций, они, по сути дела, представляли 3 течения, то есть или хизбут-тахрир, или ваххабизм, салафизм, или хабашизм. То есть, по сути дела, государство легализовывало их деятельность на территории Крыма. Я уже не говорю о газете «Возрождение», которая печаталась 30-тысячным тиражом на территории Крыма 2 раза в месяц. Как печатный орган Хизбут-Тахрир Аль-Ислами, и официально был зарегистрирован там Комитетом по информации Автономной Республики Крым на тот момент. То есть, наверное, благодарность в кавычках, да, нужно сказать, того, что мы имеем. И, конечно же, определенные службы, например, если мы прослеживаем историю ваххабизма, да, там уже, образование саудийского государства и влияние уже английских спецслужб на тот момент, так как это была, Великобритания была ведущей из держав, да, это до Второй мировой войны, колониальной державы, которая пыталась господствовать во всем мире или распространить свое влияние. Эти моменты все присутствуют, да? То есть то, что впоследствии было создано министерство колоний там, и они осуществляли деятельность, в частности, по разрушению османского государства, халифата. То есть это не секрет, это в открытом доступе, это все есть. То есть этот момент в разделении мусульман, он тоже присутствует. Я как фактор его отмечаю. Да? Я в данном случае в международном праве оценку не даю, я отмечаю это как факт. Дальше. Мы отметим особенности исламских течений Крыма. И у нас, конечно, времени в обрез, да, опять. Я стараюсь все кратко излагать, буквально. Я перескакиваю очень много исторических событий. Получается, как получается. Буду говорить сжато, кратко. Я скажу 2 слова, вы понимаете, из него там 10, я не знаю, или сколько еще. Если что-то вам не очень понятно, то лучше спрашивайте. Значит, почему особенности исламских течений Крыма? Почему я больше сторонник обозначений секта в
В принципе, почему? Потому что, например, мы обращаем свое внимание на суру Му'минун, 53 аят, где говорится: «И они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет». То есть здесь используется слово «фирка». Фирка переводится как партия, в том числе, например, у крымских татар тоже была фырка, да? Мили, фырка, национальная партия переводится, да. Но это в политическом смысле, но в религиозном смысле партии быть не может, да? То есть там есть общее, серединное, как бы ортодоксальное убеждение, и есть те, которые откалываются от этого ортодоксального, общепризнанного убеждения. Они называются фырка. Фырка от слова фарк, отделяющиеся, отличающиеся. Фарк эткенлер. Поэтому секта это обособленная идеология, которая отделилась от господствующего вероубеждения. То есть секта и фырка это как раз таки правильно, и в принципе переводчики Корана так и перевели. Я в прошлый раз тоже говорил, слово фырка, которое используется в оригинале, в аяте Корана, переведено как секта не мной, а Эльмиром Кулиевым. Я специально взял его перевод. Крачковский переводит как партия, по-моему. И есть перевод как группа. Да, Османова перевод. Можете посмотреть. То есть мы подходим объективно в этом отношении. Дальше. Сура Рум, 31-32 аяты. «Обращайтесь к нему с раскаянием, бойтесь его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет». Да, то есть тоже слово секта, там тоже слово фырка используется. Вот. Особенности крымских сект и групп. Первое. Они все зарубежного происхождения. Идеи, метод. Все зарубежного происхождения. Как идеи, так и методы. То есть это означает то, что они все нам чужды мусульманам Крыма. У нас ранее этого не было, а мы мусульмане не вчера. Мы мусульмане уже как минимум на протяжении 1200 лет. Минимум. То есть наши праотцы, они уже на территории Крыма ислам исповедовали, то есть более 1000 лет. И поэтому сложилась определенная традиция, определенное понимание. И это понимание и традиция всегда была на основе центрального, выверенного понимания эхлю сунна валь джамаат, то есть одного из 4 мазхабов. Поэтому данные 3 течения, или же, скорее всего, 5, например, там можно добавить ат-такфир валь-хиджра и ихван аль-муслимин, они не свойственны для Крыма. Почему зарубежного происхождения? Хизбут Тахрир возник в Палестине, да, основатель Такиудин Набхани, 1953 год. Хабашизм возник, значит, в Эфиопии, Абдулла аль-Харари аль-Хабаши, Хабаши эфиопец переводится. Потом он переехал в Ливан. Это тоже середина 20 века, 1950 какой-то там год. Вот. И, значит, ваххабизм, Мухаммед бин Абдуль-Ваххаб, рождение его 1691 год, если я не ошибаюсь, в различных источниках разные даты приводятся. Ну вот, свое учение в начале, значит, 18 века, 1710-20 век он уже свое учение начал, вот скажем так. Начало 18 века, что Нечд, то есть современная территория Саудовской Аравии. Крыма там нет. Все зарубежное, импортное. Второе. Не подчиняются официальному духовенству. То есть критикуют, пытаются дискредитировать, противодействуют официальному духовенству. Везде. Ну, и в Крыму так, и в других регионах Российской Федерации это так, и в других странах тоже так. Например, если проследить деятельность Хизбут Тахрир в Турции, то Министерство по делам религии тоже плохое, неправильное, не по шариату. Если в других странах тоже везде, ну в принципе во всех мусульманских странах почти это движение запрещено. В принципе поэтому и запрещено.
И хабашизм точно так же, и ваххабизм, в принципе, точно так же. То есть везде свои анклавы, которые не подчиняются официальному духовенству. То есть помимо Саудовской Аравии, где эта идеология признана официальной, религиозным вероубеждением или же официальной государственной идеологией. Да? Вот. То есть таким образом получается, что здесь идет борьба за власть, конечно, в первую очередь в исламской умме того или иного региона. Да? Таким образом мы можем констатировать, что духовно здесь, по сути дела, на второй ступени, на первой ступени, на первой очереди, это, конечно, власть. Власть над душами мусульман. Почему? Потому что с точки зрения поклонения проблем нет. Например, иди поклоняйся, вот мечеть открыта, Коран можешь читать, курбан, то есть жертвоприношения можешь приносить, пятничные молитвы, праздники, пожалуйста, даже в Крыму это официальные праздники, в Турции точно так же. Далее, в хадж поездки свободно, соблюдаешь пост, пожалуйста, зикят можешь выплачивать, садака можешь давать. То есть религиозная практика не запрещена, поклонение не запрещено. Получается, тогда в чем проблема? Почему какие-то группы выступают против официального духовенства? В чем проблема? Проблема, что они хотят навязать свою идеологию и распространить ее на всех мусульман того региона. То есть ваххабиты хотят, чтобы все были ваххабитами, Хизбут Тахрир хотят, чтобы все были хизбами, хабашиты хотят, чтобы все были хабашитами, Ихвануль Муслимин хотят, чтобы все были ихвановцами и так далее. И таким образом они хотят управлять душами и умами мусульман. Да. Будут ли они влиять на политику таким образом? Да, возможно, будут, да. Потому что официальное духовенство в политику не вмешивается, да? А уже эти, скажем, группы и течения и секты, они будут, конечно, в политику вмешиваться, естественно. С этой целью, естественно, захватываются мечети, в Крыму мы это видим. То есть под контроль берутся мечети, захватываются религиозные общины, вытесняются, например, пожилые люди, старики, то есть у которых традиционное понимание ислама. Это говорит о том, что люди несут некую идеологию в массы под покровом религии. То есть говорят, что мы несем религию, но на самом деле они несут идеологию. Зачем пытаться захватывать мечеть, пытаться установить своего имама? То есть потому что люди хотят управлять этим местом, чтобы у них была трибуна для доведения, для пропаганды своей идеологии, именно идеологии. Ходжам, Да. но идеология ислама сама по себе идеологией является. Просто здесь, может быть, правильно будет сказать, что вот эти вот течения, секты, о которых вы говорите, они, может быть, несколько имеют другую направленность, они не направлены на преклонение, на Богу, к Аллаху, они не направлены на то, чтобы восхваление, поклонение Ему, а направлены совершенно на другие мирские вопросы, да? Да, то есть управление, приход к власти – это первое, в принципе, мирское стремление. Второе, мы уже сказали, что если прослеживать риторику и деятельность, то поклонение больше на второй очереди, на первой очереди это мирские цели. Мирские цели, которые прикрываются религиозной риторикой. Да? Можно ли сказать о том, что у нас появление Хизбут Тахрир, хабашизма, ваххабизма, ихван, их хорошее такое прорастание именно в Крыму связано с отсутствием духовности, отсутствием той базы на тот момент, когда народ только начал переселяться? Да, мы можем сказать, мы к этому придем. Мы к этому придем. То есть причины их распространения, я еще об этом попунктно скажу. Переходим к третьему моменту.
К третьему моменту, да. В большинстве своем данные группы не признают, во-первых, власть и законы. То есть они считают, что эти законы, законы куфра, то есть неверия, они выведены не на основании Корана и Сунны, поэтому признавать их неправильно, как минимум, а вообще является тоже неверием. Следовательно, вот, например, ат-такфир валь-хиджра, то есть это вообще ультрарадикальное течение, в принципе, которые даже, например, регистрацию общин не признают, вообще паспорт не признают, они даже гражданство не признают и так далее и тому подобное. А некоторые, например, как Хизбут Тахрир, скажем, они уже хоть и паспорт носят, скажем, но, например, они говорят, что на выборах участвовать нельзя. Например, в органах власти работать нельзя, где принимается решение, быть депутатом нельзя. Даже в первое время в Крыму они говорили, что нельзя учиться на факультете правоведения, например, и так далее. Но потом со временем, конечно, они немного мимикрируют. То есть, когда видят, что укрепиться в этом обществе с подобными взглядами невозможно, то есть ты просто остаешься в стороне, и естественный ток жизни тебя отталкивает, то есть ты не можешь осуществлять никакую свою деятельность, ни правозащитную, никакую, потом как бы они немножко свои вот эти вот взгляды начинают менять. Вот. Ну, то есть они считают вот эти все законы, власть, соответственно, не исламскими системой куфра, порочными и так далее. В основном эта риторика имеет место в государствах с большим населением мусульман. То есть, я не знаю, Турция, Иордания, там Арабские Эмираты и так далее и тому подобное, Пакистан, например, и так далее. То есть они говорят, что там не действуют законы шариата, и поэтому, скажем, правители, президенты, значит, султаны, эмиры, которые управляют, это они ставленники там Запада, кафиры, неверные, прислужники там каких-то западных спецслужб и так далее. Вот подобного рода обвинения, они постоянно звучат. Конечно, в данном случае хабашиты немножко отделяются, да. У них чуть-чуть другая политика в данном отношении. Они, наоборот, пытаются интегрироваться во власть, то есть войти во власть таким образом, чтобы иметь рычаги влияния на общественно-политическую жизнь. То есть здесь у них немножко тактика другая. 4. Все секты ненавидят друг друга. Обратите внимание. Коридже козу йох татарджаса. Все обвиняют друг друга в куфре, в заблуждении, в ширке, в нововведениях и так далее и тому подобное. Хабашиты, например, считают, что ваххабиты, и Хизбут Тахрир, и Ихвануль Муслимин, и все они кафиры, неверные. Все, они за ними намаз не делают. То есть вплоть до того, что даже, например, когда в хадж ездят, понятно, то есть идеология там, да, какая, то есть они даже сами намаз делают, насколько я слышал, как бы сам не видел, но и учитывая их идеологию, это так и должно быть, да. И еще они обвиняют в куфре тех, кто их не обвиняет в куфре. То есть если, например, сторонников партии Хизбут Тахрир я в куфре не обвиняю, или же ваххабистов, например, то значит я тоже кафир. То есть по их мнению все и муфтиат, и все вы и мы, которые не считают других кафирами, мы все кафиры, потому что мы на них так не говорим. Вот. Ну, это раз. Ну, если даже, например, какие-то группы друг друга в куфре не обвиняют, то противодействуют, противоборствуют, ненавидят, это однозначно. Вот. Таким образом, для чего это делается? То есть, для чего это делается? Ну, кстати, то есть мы привели, что
Хизбут Тахрир в большинстве своем обвиняет власть придержащих, особенно мусульманских государств, да, в неверии, остальных обвиняет в пособничестве неверным, а те, кто, скажем, не принимает их идеологию и не поддерживает их движения, они, ссылаясь на хадис, что тот, кто умер без присяги халифу, тот умер смертью времен невежества, джахилии. Что такое джахилия? Это время до ислама. То есть он умер как будто в доисламский период. То есть не будучи мусульманином, по сути дела. То есть это просто передергивание. Такой хадис есть, но мы к нему придем. Спрашивают такой хадис. Ну тогда сразу по горячим следам. Да. Сразу по горячим следам мы цитируем данный хадис. Минуточку. Вот предложение, которое данная партия Хизбут Тахрир аль-Ислями приводит в доказательство тому, что они совершают фарс, пытаясь строить исламское государство, и что все должны им помогать в этом. Кто умер без присяги, тот умер смертью времен невежества, то есть далеким от ислама. Это хадис, который они цитируют. Мы в оригинале хадис проверили, изучили и нашли, что этот хадис передается в Муслиме, то есть он достоверный. Передает имам Муслим. Передается от Абдуллах ибн Омара, то есть сына Хазрета Умера. Я читаю вам его. Кто перестанет подчиняться, тот в судный день предстанет перед Всевышним Аллахом без всякого аргумента в свою пользу. Первое предложение. Второе предложение. Кто умрет без присяги, тот умрет смертью времен невежества. Это о чем говорит? Что умрет смертью времен невежества тот, кто не подчинился правителю существующему. То есть из контекста, да, не вырвали. То есть первое предложение нам не нужно, пророк неправильно сказал, не подходит то, что пророк нам сказал, нам подходит то, что он потом сказал, мы его вырвали из контекста, и всех мусульман пытаемся загнать под идеологию партии Хизбут Тахрир. Опять То есть рассчитано на незнание людей, да, вот этого вот хадиса, незнание вот сути этого хадиса. да, естественно, то есть все могут обратиться, кто знает арабский язык, могут обратиться, найти этот хадис. Я даже ссылочку конкретно на номер я могу дать. Вот, пройдут, арабский текст почитают. Я могу и арабский текст скинуть, то есть не проблема. Ну, они пишут присягу халифу, а потом вот пишут, что пророка 3 дня не хоронили, потому что выбирали халифа. Угу. Ну хорошо, то есть если идти так, тогда, если идти по этим далилам, то говорим следующее. Действительно, пророка, во-первых, не хоронили, пророка хоронили, все нормально. То есть в данной партии озвучивается в доказательство своих действий то, что в неком дворе, или же бахча, Бену в Сакифе, Бену Умейе, по-моему, собрались ансары и начали после смерти пророка обсуждать, кто будет возглавлять мусульманское общество. Вот. И Хазреты Омер и Хазреты Эбу Бекир, узнав о том, что там идет обсуждение, они тоже пошли туда, приняли участие в обсуждении, и Хазрет Омер там, обосновав свое мнение, выдвинул в качестве кандидата Хазрета Эбу Бекира, присягнул ему, и в принципе все тоже присягнули там, на месте. И таким образом этот вопрос решился. Сейчас, значит, основатели партии говорят, что вы видите, пророка еще не похоронили, а уже правителя избрали. Значит, это настолько срочное дело.
Но у пророка есть родственники. Хазрат Али, Хазрат Фатма, его дочь, Ибн Аббас, МДС. Поэтому его похоронами занимались его родственниками. Никто не откладывал похороны пророка. Это первое. Второе. Кто был в Медине, он знает, что пророка похоронили в комнате Хазраты Айше. Согласно хадису, что пророки хоронятся в том месте, где они умерли, а пророк умер после болезни в комнате Хазраты Айше. Поэтому вот пророк лежал на кровати, значит, да, вот прям под кроватью могилу разрыли, пророка омыли и туда прям похоронили. Но перед тем, как похоронили, пророка из комнаты не выносили, а это не была такой большой комнатой, примерно комната 8-10 квадратных метров. Получается, дженазе намаз с джемаатом не делали, большим. Представляете, все сподвижники, десятки тысяч людей заходили в эту маленькую комнатку в келью и совершали по 2, по 3, по 5, по 6, по 7, ну сколько поместится туда людей дженазе намаз. Поэтому они дженазе намаз по пророку совершали сутками. Пока шла эта процедура, понятное дело, что люди были, скажем, в недоумении. Ну, пророк умер, шоковое состояние. Как дальше будет с мусульманской общиной, молодой? Нужен же правитель. Понятно, они избрали, они решили этот вопрос. Но никто, оставив тело пророка и не занимаясь им, не шел и политический вопрос не решал. Поэтому исторические данные, скажем, недостоверно преподносить, передергивать не нужно. То есть все всем занимались, все нормально. Вот. И понятное дело, когда существует какая-то организация, какая-то государственная, значит, система, то правитель должен быть. Без правителя быть не может ни организация, ни что-либо иное. Если нет правителя, то становится ИО, исполняющий обязанности. То есть это так, потому что дела, они не останавливаются, тем более общественные. Поэтому это было нормальное действие. Второй аргумент, что в течение 3 дней Хазрат Омер, второй праведный халиф, приказал избрать, значит, правителя после себя, после того, как огнепоклонник совершил на него покушение. Вот, и он лежал, значит, в таком состоянии на предсмертном одре. Вот, он назначил группу, если я не ошибаюсь, из 6 человек, и назначил секретарем своего сына Абдуллах бин Умара, но приказал ему не участвовать в обсуждении, но обеспечивать, значит, логистически обеспечить группу из 6 выдающихся сподвижников, там Абдурахман бин Ауф, Хазрат Осман, Хазрат Али, там и так далее, чтобы обсудили данный вопрос и приняли решение. Значит, председателем данной комиссии по избранию главы мусульманской общины, или же халифа, он назначил Абдурахман бин Ауфа и сказал, что если голоса разделятся 3 на 3, то тогда выигрывает та сторона, где Абдурахман бин Ауф. И вот по окончании 3-го дня Абдурахман бин Ауф вышел в мечеть, взошел на мимбер, значит, и объявил, что халифом будет Осман бин Аффан. Вот. И все. То есть, получается, это административное решение главы государства, Хазраты Омера. Это не аят Корана, это не хадис пророка. Это не обязательное руководство или предписание, скажу, для всей уммы во все времена. И это доказывает то, что все 4 праведных халифа пришли к власти различными способами. Хазрат Эбу Бекира
избрали там, скажем, какая-то группа, скажем, лидеры мнения избрали Хазрета Эбу Бекира. Хазрет Эбу Бекир Хазрета Омера назначил после себя. Он сказал, после меня руководителем мусульманской общины будет Хазрет Омер. Там вообще избрания никакого не было. Хазрет Омер группу создал из 6 человек и дал срок 3 дня. Хазрета Османа вообще убили, и Хазрета Али тоже какая-то группа, уже не из лидеров мнения, а как бы просто группа мусульман присягнула, он согласился, потом присягнули другие. Например, Хазрет Муавие, все признали, что он является тоже халифом, ему Хазрет Хасан вообще передал правление. То есть мы видим, что все избирались по-разному. Поэтому нету такого понимания 3 дня, 2 дня. Хазрет Умер мог сказать и 2 дня, мог сказать и 4 дня, мог сказать и 5. То есть это административное распоряжение главы государства. Но понятное дело, что общество без руководителя, государство без правителя быть не может продолжительное время. Чем раньше изберется, тем лучше. Понятное дело. Но эти действия, о которых вы сейчас говорите, они как раз и являются тоже источниками права, мусульманского права. Да, источниками... Яс, допустим, да, там, иджма, там, вот это же вот все, что вы говорите, правильно? Да, источниками права являются, но непреложным аргументом для руководства всей мусульманской уммы во все времена нет. Почему? Потому что правитель один может отменить распоряжение правителя административное другого, вне зависимости от того, кем он является. И это положение в исламском праве, потому что это не религиозное решение, это политическое решение. Исходя из условий политических своего времени, например, порядок избрания, правитель, сроки назначения, правитель может избрать, он не обязан именно следовать тому методу, которому последовал Хазрет Омер. Это не религиозное предписание. Вот. Поэтому здесь источником является, но с точки зрения аргументации, вес и применение в исламском праве разное. Поэтому говорить, что из-за этой практики Хазрета Омера избрание халифа в течение 3 дней является фарзом, если больше, то грех, а из-за того, что с 1924 года халифа нет, потому что упразднение было, то все мы живем в невежестве и во грехе, то есть это уже похоже на христианскую концепцию первородного греха. Да? То есть, поэтому в данном случае, конечно, нужно быть осторожным. То есть мусульманские ученые такого не утверждают. То есть я не хочу сказать, что это только мое мнение. Это мнение партии Хизб ут-Тахрир, но остальные ведущие мусульманские ученые мира, Европы, арабских государств и так далее, они так не утверждают. Все, ответили на все вопросы? Да. Хорошо. Ну, я по этому поводу скажу еще одно тогда сразу, и точку мы поставим на идеологии партии Хизб ут-Тахрир, что вот создание исламского государства, они говорят, и работа над этим является фарзом. Я говорю одно. Фарз, согласно методологии исламского права, это то, что повелевается совершать непреложным доказательством, однозначным по происхождению и однозначным по смыслу. Пусть приведут такое доказательство в отношении своего утверждения. То есть это должен быть или ясный аят Корана, где Всевышний Аллах говорит: создайте государство по шариатским законам, которые я не спаслал. Вот такой ясный должен быть. Или же хадис такой должен быть, где пророк говорит:
вам фарз создавать государство. Да, государство – это высшая форма организации человеческого общества. Это нужда. Без него хаос. Это понятное дело. То есть, логически, каждое общество по мере цивилизационного развития, оно к этому приходит. Да, но аргументировать это со шариатскими текстами, или же придавать этому религиозный окрас и называть это фарзом, как это принято в исламском праве, это требует ясного, непреложного доказательства. Просьба ко всем лидерам, членам партии Хизб ут-Тахрир привести такое доказательство, чтобы мы могли их назвать фарзом. Я приведу вам пример. Вот ораза является фарзом. Да. Значит, доказательство. Эстрайзубиля. Кутиби алейкум уссияму, кема кутиби аляллазина мин кабликум ляалейкум таттакун. Пост является предписан вам так же, как он был предписан народом до вас. Все. Намаз является фарзом. Ва экаму саляти ва ату закяти. Или же инна салята кянат аляль муминина китабам маукута. То есть намаз предписан мусульманам в определенное время. Предписан. Ясно, четко. Означает фарз. Все 4 масхаба, все мусульманские ученые поняли это именно так. Вот это фарз. Джума намаз фарз. Сура Джума. Первый аят. Я югаллазина амену. Иза нудия ли саляти ми яумаль джумаати фасрау иля зикриллахи ва заруль бейр. Когда читается эзан в пятницу, оставьте все свои дела и бегите поминать Аллаха. Все, это фарз. Вот что такое фарз. И на хадж, и на закят я приведу такие аяты. И на абдест в том числе. Сейчас азан дослушаем. Я думаю, что с этим все понятно по поводу фарза. Я вспомнил еще один аргумент. Давайте о нем тоже скажем. Что данная партия в доказательство правоты своей идеологии еще приводит такую логическую цепочку, или пытается логически тоже обосновать. Она говорит, вот, претворение законов всех велений Аллаха в жизнь является обязательным. Так? Так. Есть некоторые веления Аллаха, как, например, наказание за преступление, там, за воровство, там, отсечение руки и так далее, без государственной системы, правоохранительной системы претворить невозможно. А Аллах же об этом говорит в Коране? Да, действительно говорит, то есть в Коране есть аят. Вот. Следовательно, для претворения этого необходима государственная система, значит, без нее претворить веление Аллаха невозможно, а поэтому и государство создать, которое будет претворять это в жизнь, тоже является обязательным. То есть то, без чего невозможно обязательное, тоже является обязательным. Логику. И приводит такой пример. Вот абдест является обязательным, фарзом, да. Но без абдеста намаз является обязательным, да. Без абдеста намаз делать нельзя. Следовательно, абдест тоже является обязательным. Вот. Но здесь неправильный кияс, сопоставление по аналогии неправильное. Почему? Потому что абдест для намаза является фарзом не потому, что логически мы додумались до этого, а потому что Аллах в Коране приказывает брать абдест для намаза. И то есть есть отдельный аят, который вменяет нам это в обязанность. Вот так банально и просто. А аят следующий, эстрайзубиля, «Иза кумтум иля саляти», когда вы становитесь на намаз, «фарсилю вуджухакум», мойте свои лица, «О айдиякум иля марафик», и руки по локти, «Вам усикум», протирайте свои головы, «О эрджулякум иля каабейн», и мойте ноги по щиколотке. То есть все 4 фарза абдеста там перечисляются. И в приказательной форме повелевается перед намазом взять абдест. А где Аллах приказывает в Коране создавать государство? Нету такого. То есть я опять говорю,
мусульмане, возможно, в этом нуждаются. Я не отрицаю нужду, да. Но придавать религиозность и прикрывать свои политические цели религиозной риторикой, в дальнейшем давить на чувства, на психологию мусульман, кто не со мной, тот не по шариату, кафир заблуждается и так далее, то есть этого мы не можем допустить. Ты можешь обосновывать, скажем, правильность своего движения, но не используя религию в своих целях, политических целях. То есть это одно, а то другое. Ну, наверное, еще следует сказать одну вещь. Уже раз про Хизбут Тахрир говорим, то все сомнения развеем. Они говорят, что мы образовались в соответствии с призывом Всевышнего Аллаха, сура Али Имран. Я на прошлой лекции тоже об этом говорил. Али Имран, аят 104. «Эстраузу беля фельтакум минкум умматун ядруна иляль хайр». Пусть среди вас будет умма, то есть группа там и так далее. Они говорят, что здесь имеется в виду партия умматун ядруна иляль хайр, которая будет призывать к добру, ваямуруна биль маруф ваянхевна аниль мункер, которая будет также повелевать одобряемое и запрещать, значит, скверное, неодобряемое, плохое. И они будут спасшимися или же преуспевшими. Именно они окажутся преуспевшими. Фиуляйки хумуль фаизун, если я не ошибаюсь. Вот. Они говорят, что здесь имеется в виду политическое образование, а именно партия, потому что здесь речь идет о том, чтобы повелевать, призывать к, значит, хорошему и порицать неодобряемое. А это будет распространяться и на правителей в том числе, то есть правителей мы тоже будем призывать. То есть хорошее это то, что хорошее по шариату, а плохое то, что плохое по шариату. Правителей мы тоже будем, значит, когда они отклоняются, выравнивать и призывать, значит, соблюдать шариат. Следовательно, это уже политическая деятельность, поэтому под словом умма в этом аяте подразумевается политическое образование, а это партия. Поэтому Аллах приказывает в этом аяте создать партию, вот, и мы создались. То есть, вот мы есть. Вот. То есть, а это фарс. Аллах приказал, нужно делать. Вот мы выполнили фарс, значит. Ну, во-первых, мы говорим 104 аят сура Али Имран. Я настоятельно советую прийти всем домой, открыть перевод Корана любой, Саблукова, Порохова, Крачковского, Османова, Кулиева, я не знаю, Аляуддинова и так далее, и прочитать 103, начиная от 103 аята суры Али Имран. Читаю вам. «Крепко держись за верфь Аллаха, все вместе, и не распадайтесь. Крепко держитесь за верфь Аллаха и не распадайтесь. Помните о милости, которую оказал Аллах вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, а Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем». То есть не разделяться призыв, да? Ну и следующий за ним аят вы прочитаете сами уже. Да, пусть немножко, да, останется вам интрига. Сами прочитаете. И вот в контексте 103-105 поймете 104. Это первое. И второй. У меня просьба показать политическую партию во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что сура Али Имран, 104 аят, он кому был ниспослан? Пророку? Понятное дело, все аяты были ниспосланы пророку. Да. Пророк выполнил требования данного аята. Так выполнил или нет? Думается, да. Ну а как пророк Аллаха не может не выполнить веление Аллаха? Да. Аллах говорит, если ты не выполнишь мое веление, я аорту твою вырву. В Коране есть аят. Конечно же, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил веление Аллаха. Тогда, где партия, которую пророк создал?
политическая. То есть или ее нужно показать, или нужно сказать, что пророк не выполнил тогда веление Аллаха. Две альтернативы есть. Или же пророк неправильно понял, что тоже невозможно, да? То есть, поэтому здесь много вопросов. Но для людей, которые обладают критическим умом, то есть человек не должен сразу бежать за красивой идеей объединения всех мусульман под одним государством. Или какими-то красивыми лозунгами изменим порочную реальность там, и так далее. Нужно быть реалистами и нужно критически смотреть на то, что человек говорит. А если у нас недостаточно информации у самих, тогда тоже просто. Мусульманские ученые всегда говорят: сорамак бильганын анахтарадыр. То есть вопрос – ключ к знаниям. Аллах говорит в Коране: «Фэсэлю эхле зикри ин кунтум ля та'лямун». Спросите у знающих, если вы не знаете. Все просто. Если ты сам не знаешь, ты не можешь понимать хадисы, аяты, и это нормально. Ты не можешь, скажем, читать оригинал. Тогда просто спроси у знающего. Зачем слепо бежать? Зачем спешить? Зачем делать поспешные выводы? Не нужно этого делать. Потому что обратно вернуться уже порой бывает очень сложно, даже невозможно. Потому что ты многих людей обидел. Обидел своих родителей, обидел имама, обидел стариков, обидел духовное управление. Ты того назвал джахилем, этого назвал кяфиром, этого назвал не по шариату, со всеми спорил. А теперь тебе шайтан не позволяет, гордыня не позволяет вернуться обратно. Поэтому в таких вопросах никогда не нужно спешить. А вот еще часто слышу, говорят, вот во время, мол, девушки, когда были неукрытые, они говорят, вот когда я была еще джаиль и так далее, можно так называть? Людей, которые не соблюдают, говорят джаиль. Нет, так нельзя называть, не нужно так называть. То есть джаиль это, если как термин в исламе, то он в исламской историографии используется как доисламский период. А там люди поклонялись идолам. То есть вокруг Каабы и на Каабе было 360 идолов. Люди приносили еду идолам, совершали жертвоприношения идолам. Они обходили вокруг Каабы голыми женщины, если у них не было денег на новую одежду. Такие традиции были. Вот это вот джахилия. Когда девочек живьем закапывали в землю. Ну разве можно наших предков назвать джахилями? Когда они читают Коран, говорят ля иляха илля. Ну это нужно себя не уважать. Поэтому как бы в смысле, что мы не обладаем достаточными знаниями, возможно. Да? Но в терминологическом значении, как в исламе это используется, так называть будет неправильно и оскорбительно по отношению к мусульманскому крымско-татарскому народу и к нашим предкам. И еще одна особенность, последняя, крымских сект и групп – это отрицание национальных и территориальных особенностей, обычаев и традиций. Вот, это тоже немаловажный факт. То есть это религиозные обряды, это язык, это национальная атрибутика, как флаг, гимн и так далее. То есть этому всему я был свидетелем. То есть и при восхождении на Чатырдах люди отказывались под крымско-татарским флагом восходить. И на хадже, когда мы разворачивали его, люди отходили в сторону. И гимн считают петь харамом, потому что миллет и чун ольмеге, оказывается, есть, а за народ умирать нельзя. То есть все жертвуют собой ради народа, ради Родины, а тут, оказывается, нельзя. То есть и так далее, и тому подобное. Ну, то, что дуалар являются харамом, нововведением и так далее, вот, эта риторика присутствует. Единственное скажу, что у хабашитов этого нет. То есть, ну, ради справедливости нужно отметить, что они дуалар не отрицают. Да, они это признают. Но там есть другие моменты, о которых мы расскажем позже. Остановимся на этом. Сізді сауалымыз. Sağ olun hocam. Ama önce bir soru
Галина Барина, Зрители. Последний вопрос у нас был, что такое месхеба? Что такое месхеба, был вопрос. Ну, тогда рассказывать не буду, просто вот такую книгу представлю. Да, вот буквально сегодня она пришла, как бы автором являюсь я. Не люблю себя рекламировать, конечно, никогда этого не делаю, хотя уже не одну книгу написал, поэтому просто показываю, потому что спросили, здесь есть ответ на все вопросы, которые были заданы, то есть, вот. Но если дополнительно разъяснение потребуется после прочтения, то готов тоже разъяснить. Вот. А сейчас по одной книге всем присутствующим здесь я подарю. Создай вопрос.